история Крыма, вот для того, чтобы нам понять, как взаимоотношения Крыма, когда у Идыгея была жена Джанике, вот роду Джанике по ее родителям принадлежали часть крымских земель. И после того, когда Идыгей, вот этот конфликт начнется с Тохтамышем, вот эта братоубийственная война, в которой погибнут все сыновья ее, и Идыгей погибает, она уединится вот в Крыму, в землях своего предка, деда. То есть это была ее вотчина. И вот именно туда приезжает ее племянник по материнской линии, который тоже относился к династии Тука-Тимуридов. И вот она помогает ему организовать и создает вот это Крымское ханство. Так, Минглик-Гирей, вот, он родился в Тракайском замке, а тогда Литовское княжество и Золотая Орда, они были союзниками. И когда вот после разгрома всего они бежали в Литовское княжество, он родился в Тракайском замке. И вот он приезжает к своей тетке в Крым, она помогает ему организовать. И вот так начинается крымская династия уже Тука-Тимуридов, но они писались Гирея. И в последующем они в жены брали кабардинских княжон, черкесских, также Ширинбеи. Это Ширинбеи были потомками Чингисхана по женской линии. И еще указом как бы Чингисхана, распоряжением, именно этот род был бы, как бы, замещал на время отсутствия хана на руководящих должностях. И то есть это влиятельный род был Барынбеи, Ширинбеи. И уже вот образовавшееся это государство, в последующем его займет Улуг Мухаммед, который он не поладит с крымскими князьями, он будет изгнан и образует наше Казанское ханство. А Крымское ханство в один период попадает крымский хан в плен к туркам. После длительного плена уже он становится вассалом Турции. И вот это, как сказать, объединение и подчинение с турками как-то изменило и язык, и их привычки, и, как бы сказать, уклад жизни. И поэтому крымские татары по менталитету, еще и до революции это отмечали, отличаются от наших казанских татар. Наши казанские татары больше ассимилировались как бы с теми представителями той булгарской династии, которые когда-то жили здесь. А крымская, она более вот кавказской стала, так сказать, черноморской. И вот это влияние, когда оказались под, так сказать, вассальной зависимости от Османской империи, все это сказалось и на культуре, и на обычаях. Сейчас еще до сих пор историки спорят, но раньше всегда утверждалось, что дочь Минглик-Гирея была отдана замуж за Селима. И вот от этого брака родился как раз Сулейман Великолепный, о котором вот все эти сериалы идут, этот фильм идет, Сулейман Великолепный век. И вот падение Казанского ханства и походы Сулеймана Великолепного – это одно время историческое. Это как раз вот шли переговоры, пытаются организовать союз мусульманских этих коалицию мусульманских государств для того, чтобы спасти Казань от захвата. Но в это время ведь Сулейман Великолепный идет на Европу. Ему Казань как бы он оставил на потом, а потом уже не случилось, потом уже произошло то, что произошло. И поэтому Крымская династия, она практически была под влиянием Османской империи. У них более тесные взаимоотношения были. Крымское ханство долго просуществовало. Крымское ханство, во-первых, 454 год оно было образовано, раньше. Крымское ханство, оно 1400, что ли, 45-й. А вот первый хан правил 47 лет. То есть до 1515 года это у меня просто тут родовод, кто на ком женился, я для себя пишу. Ну, вообще вот в истории Казанского ханства как бы мало известно так, и у нас больше всегда говорят о Сюмбике. Но более знаковая личность была, конечно, Нур-Султан, которая 20 лет вот так все руководила. И Крым, и Москва, и Казань, и вот именно ее мнению прислушивались. И она оказывала влияние и на браки, и на политику. Она вела переписку с великим князем, где писала ему, какие бы ей подарки хотелось получить. И шубы-то ей надо, и меха надо, и то надо, и все это он выполнял. Поэтому
Крымская династия, она более жесткая была, но именно казна была скудноватой на тот период. И почему, когда предложили как представителю рода именно Тука-Тимура, вот правящая верхушка начала переговоры вести с Крымом, пригласили Саадет-Гирея, одного из сыновей Менгли-Гирея, на Казанское ханство. Сам Менгли-Гирей правил долго, он практически 47 лет, если я не ошибаюсь, правил. Вот одной из жен его была Нур-Султан, она вышла за него замуж уже далеко за 30, но заняла позицию главной жены. Она была старшей женой, то есть она руководила всем. И уже вот Саадат-Гирей, когда приезжает в Казань, он начинает править, а потом начинается вопрос, вот ему надо было закрепить свою власть, в это время хан умирает, и ему уже можно занять там престол. Он занимает Крымский престол, а здесь оставляет править своего племянника. Тогда 14 или 15 лет было, это как раз вот Сафа-Гирей. И дальше уже начинается его период правления. Но Крым не хотел выпускать из рук Казань, потому что всегда летописцы писали, что в чем вот эта борьба-то была. Крымских нагих и голодных привел, всю казну собирает и в Крым посылает. То есть все, что вытаскивалось из бюджета, как сказать, Казанского ханства, отправлялось в Крымское ханство. И практически Крымское ханство и процветало, и вот становление было именно за счет Казанского ханства. Вот это и было противодействие двух государств. Крым всегда жил за счет работорговли, фактически. Она же ничего не производила. Если наша Русь торговала с Казанью, через Казань шли вот эти международные торговые отношения из Фландрии, это современная территория, там Бельгия, Франция, вот это все. Они все торговали здесь. Персидские купцы здесь торговали. А у Крыма на тот период была только Кафа, которая когда-то была генуэзским купцам принадлежала, потом ее захватили, и там был невольничий рынок за счет работорговли, то есть вот похищение, та же самая история Хюррем, как это, именно ее похитили с территории Украины, современной, это территория Руси-то на тот период была, и продали в рабство. Так что у Крыма доход был только один. Казанское ханство тоже, именно вот с периода особенно вот усилилась работорговля, с периода, когда сюда пришли гиреи, усилилась. На какой-то период эта работорговля по договору, она спала, а уже при крымских ханах начинается опять нападение на земли, уводили скот, все это продавалось, но продавалось через Крым, на восток. И поэтому как бы Крым пытался стать транзитным путем, Казань, Крым и дальше уже восточные страны. Я же вам сказала, Улуг Мухаммед получил Крымское ханство, но он не смог, Крым в то время тоже был уже зависим от османов, и он не поладил с местной знатью, и местная знать пожаловалась на него. И он, понимая, что силы неравны, что его все равно или убьют, или что, он собирает своих единомышленников и уходит сначала на Русь, просить у Василия II вот эту незанятую полосу в степи, то есть за Белевым. Это ведь территории еще не обжитые были. Белев это где-то 120 километров от Тулы. А уже получив отказ, он уводит всех к Иске-Казань, смещает булгарскую династию, начинает потом воевать уже с Василием II, попадает в плен, подписывает договор. И вот это Казанское ханство у нас считается образование с 1538 года, когда он сместил булгарскую династию, а уже правление его сына 1445, это уже когда у нас столица становится вот там, где сейчас наша Казанская крепость. До этого столица была 45 километров, Иске-Казань. Вот я вам говорю, Крым был под влиянием османов. Под османа, там же что, переплыл и все. И поэтому, когда вот Улуг Мухаммед понимает, что силы неравные, ему просто уйти проще. И он просит вот у Василия II незанятые земли Заокской территории, вот за Окой. А ему отказали. Хотя он был несколько лет даже и правителем Орды,
а потом после вот этого всего дележа он уходит в Крым. А Крым, я говорю, это была когда-то земли, которые принадлежали деду Джанике, жены Эдыгея. Эдыгей это как бы такая личность легендарная считается. Есть эпос вот этот Дастан созданный, его наш татарский писатель переводил, он так и называется Эдыгей. То есть это знаковая фигура для татар тоже, потому что вся вот эта политическая жизнь регулировалась практически из Ногайской Орды, потомками Эдыгея. Это и род Урусовых, не надо забывать, это тоже потомки Эдыгея. То есть они раньше ушли на Русь. И когда мы говорим если разбираться род Урусовых, который тоже немало, вернее, сделал на территории Руси, это тоже были влиятельные люди, но это потомки Эдыгея Ногайского. То есть родственников Сюмбике. Вот у меня у подруги, я же вам рассказывала, родственники когда-то по мужу эмигрировали в Турцию. И дореволюционный язык казанских татар, он отличается от того, как сейчас говорят татары. Это два совершенно разных. Когда вот эта родственница приезжала из Турции в Казань, она знала тот татарский до 17-го года, то есть как ее отец учил. Но она не понимает, говорит, то, что мы говорим. Они по-английски общались. Это, во-первых, а крымские татары, они же брали браки, шли под влиянием турецкой, они были. И плюс они брали черкесшинок в жены. И вот этот язык у них, видимо, смешался. Но они более жестокие, хотя они тоже потомки Тука-Тимура. То есть они тоже тимуриды. Так. Аль-Бекри – это это историческая личность, друг и сподвижник пророка Мухаммеда. И вот считается, что вот дальнейшие потомки, они всегда были на лидирующих позициях, а уже потомок Аль-Бекри прибудет в Золотую Орду проводить исламизации за ним, как единая религия. И в своем родоводе они пишутся Аль-Бекри, но в последующем Эдыгей, основатель Орды, у него родовые ветки делятся на две части. На Тимуридов и Тука-Тимуридов. У него было две жены у Эдыгея. Это дочь Тахтамыша хана и дочь Тамерлана. Вот по линии Тамерлана была Нур-Султан. Они пишутся Тимуриды. Так пишутся, род Тимуридов. А по потомке Тука-Тимура, это вот 13-й внук Чингисхана, это Тука-Тимуры. И к этому роду относились как представители Крымской династии, Тука-Тимуриды были сибирской, потом там шейбаниды займут, и наши казанские. Но вот статусность вот именно этого рода, Аль-Бекри, как они себя показывали, оно давало им определенное положение на мировой арене. А в последующем ведь уже братья Сюмбике, когда в Орде будет убит ее отец, и займет место ее дядя Исмаил, ее братья будут отправлены на службу в Русь. Это вот ее брат Али Акрам станет временным ханом уже занятой Казани. Он вел освободительную борьбу и погиб, попав в засаду карательного отряда в 1555 году. Ее брат старший, с которым немножко у них были отношения такие, как сказать, противоборствующие, потому что ее муж в свое время не выполнил договорных обязательств. Юнус, он тоже будет принят на службу. А вот ее брата Иль-Бурза, иногда он пишется Аль-Бурза, потомки, им разрешат сохранить религию свою, и они будут русскими князьями. Вот этот как раз род Юсуповых. Вот Юсуповый род идет, который в последующем, там уже это отдельная история, примут православие, это совсем другая. И в галерее портретов рода Юсуповых всегда есть портрет Сюмбике, как одной из женщин. Она вошла еще в историю как первая женщина, управляющая мусульманским государством. И поэтому уже потомки вот именно ее младшего брата и станут тем родом Юсуповых, которые по могуществу, по богатству были богаче царского рода. Вот такая была история уже рода Юсуповых на Руси.